Ребята, всем доброе утро, с вами снова Скарфа, это снова новый влог. Короче, мы сегодня с Айсеном идем в колледж на 1 сентября. Да, грустно слышать такое от Скарфочки, потому что целый год я отдыхал, целый год я и страдал. Но пришло время Скарфочке продолжать дальше учиться на фотографа. 4 года отучился, 4 года занимался в этой сфере, и тут бац, случается такое, что я иду снова учиться на эту же сферу, снова тоже 4 года. Представьте себе. Вот. В этом ролике вы увидите и вы узнаете о всех нюансах колледжа, с чем я столкнулся, с какой коррупцией столкнулся, с какими нюансами и много-много другое. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольце. Короче, поехали. Я впервые вижу такой бешеный поток людей, который надвигается в метро. Но ничего страшного. Сейчас купим Red Bull, зарядимся энергией и полетим дальше. Всех поздравляю с 1 сентябрем, ребята. Мы разорвем этот учебный год, потому что Скарфочка снова с вами. Скарфочка снова в рядах студентов, школьников, может быть, можно так сказать. Сейчас мы заснимем линейку, еще, может быть, что-нибудь поснимаем. Меня поснимаем. Короче, будет интересно. Все, let's go в колледж. Видишь дом? Подожди. Ага. Я строил. Доброе утро, дорогие друзья, гости, преподаватели и, конечно же, наши родители. Давайте друг другу поаплодируем. Общественной жизни нашего колледжа и... Первый курс проводили, можно, да? Я устал. Что тогда? Поздравляю всех с переходом на новый Ну, видимо, да. курс. Я могу зайти и спроси. А там пропускной контроль. В итоге пропускного контроля не было. Я Айсена обманул. Смотрим дальше. Демократический режим. Весь демократический режим. Все свое сырье продавали только потому, что не имели машин. Мы отучились, я отучился. Две пары прошло очень быстро. Знаете, это типа щелчок пальца. И то на первой паре мы как бы отдыхали с куратором, общались, типа 10 человек, чисто чил, такой вайб. А потом на уроке обществознания мы такие типа тяжело. Вот. Но 2 пары прошло очень быстро. Теперь ждем следующей недели. Кстати, мы по субботам не учимся, поэтому очень классно. А сейчас мы идем снимать наличку в Альфа-банк. А какую наличку, вы узнаете прямо сейчас. Ребятушки, мы сняли наличку. Сейчас я вам ее продемонстрирую. Зачем мы ее сняли, я вообще хуй знаю. Короче, мы сняли прям ебать налички. Отгадайте. Кто отгадает, сколько здесь налички, получит от меня сердечко в комментариях. Вот. Типа, ну, посмотрите. Нет, смотрите. Вот сколько здесь? Чисто посчитайте, чисто физически. Вот так. Вот так вот. Кто посчитает, сколько здесь, ну, примерно напишет, тому сердечко. Вот, но не суть важно. Я бы их выкинул назад для эпичности, но это все-таки деньги. Деньгами не сорят. Короче, ребят, рассказываю. В общем, мы, ну, как бы, все, Скарфочка поступил. Можно сказать так. Но знаете, в чем проблема? Проблема в том, что не все бывает так легко. Я об этом вам сейчас расскажу. Ко второму пункту. Второй пункт. Для моих будущих абитуриентов совет. Ребята, когда вы подаете документы в колледж, подавайте сразу на несколько колледжей. Не будьте как я, не рискуйте, не играйте в казино. Ни в коем случае, потому что я немножечко умственно отсталый человек, который подал документы в один колледж, тем самым подставив свое будущее, свою карьеру
И свое вообще существование, скорее всего, чисто на колледж, чисто на зеро поставил. Подавайте документы на разные колледжи, там, на юридический, там, на фотографа, на видеографа, хоть на кого подавайте, только на разные специальности, чтобы, если что, вам удача развернулась и было все хорошо, а не как у меня, когда на первых вступительных экзаменах я получил как бы отказ, мне не хватило пару баллов. Вот. А что еще хочу вам рассказать? Это то, что не сдавайтесь, если в первый раз вы как бы завалили, у вас была большая недосдача или не знаю, что может с вами произойти, но в первых вступительных экзаменах вы немножко провалились, то идите дальше, делайте небольшие свои шаги вперед, и вдруг вам повезет на вторых вступительных экзаменах, и все будет классно, все будет пучком. И третье, о чем я вам хочу рассказать, это подвести небольшие итоги по вообще этой суете, по суете про колледж. В общем, я поступил, все очень классно, мне понравилась моя группа, мне понравился мой куратор. Колледж очень классный, мне прям, туда тянет почему-то. Я не знаю, почему так. Меня со школы так не тянуло. Меня тянуло так к медиашколе. И вот сейчас тянет так к колледжу, потому что в колледже какая-то такая своя атмосфера. У куратора своя атмосфера. Он очень располагающий человек к себе. И что могу сказать? Ребята, не сдавайтесь. Если вы перелетаете в Москву поступать, то не бойтесь делать каких-то первых шагов, знакомиться с кем-то. Я могу поделиться своим опытом и сказать, что первые 1,5-2 месяца для меня в Москве оказалось очень сложно, потому что город Якутск очень маленький, и из-за того, что он очень маленький, до него, добираться из точки А в точку Б очень просто, очень легко. А здесь из-за того, что большой мегаполис, большая среда обитания, ты из одной точки до другой добираешься 1,5-2 часа, а то и больше, смотря где проживаешь. Не бойтесь перелетать в большие города. Любите рисковать, но не рискуйте, как я. Не старайтесь так делать, пожалуйста, я вас умоляю. Подавайте документы хоть куда, но не в один колледж. Нет, если, конечно, вы уверены в себе, в своих знаниях, там, типа в своих способностях, в своем портфолио, во всем, чем угодно уверены, то рискните, но потом повторите мою судьбу. И в моменте я чуть не забрал документы с колледжа. Это была бы фатальная ошибка, если бы я забрал документы с колледжа, и просто потом такой за 2 недели, за 1,5 недели до начала учебного сезона я такой: а куда поступать-то? Вот, но я не забрал документы с колледжа, мне сказали, что, чувак, ты можешь поступить на платку, вот с такими-то условиями. Мне условия понравились, и я поступил. Вот, мой совет я вам рассказал, а теперь дальше переходим к нашему влогу, как я гуляю по Москве, путешествую, вот, тудым-сюдым, налево-направо. Вот, еще, что я хочу вам рассказать, будьте открытыми. Знаете, что я понял нахуй за 2 месяца в Москве? Ты хуй здесь встретишь одного и того же человека, который видел вчера. Типа, это нереально практически. Конечно, если ты не будешь посещать одну и ту же улицу несколько раз, тысяч, сотен, недель. Потому что я просто посещаю одну улицу, Никольская называется. Если вы там были, поставьте лайк. Я там одних и тех же людей вижу, на протяжении долгого времени. Меньше воды, больше дела, больше контента. Поехали снимать дальше. Все.